Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. День чеченской женщины. Her праздник, her day يوضح قنرمنا عجين ديري صد إشتاش بيش بلغة شو مخا جو قصة شو لعت وشابة her day إشت دقيقة أنا her праздник учредить قنرمنا عجين ديري صد. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации провели праздничное мероприятие, посвященное прекрасной половине человечества. С любовью к своему делу. Мы очень рады сегодня представить предпринимателей, производителей, начинающих предпринимателей нашей республики и предоставить им отличные возможности. Предприниматели всех возрастов представили свою продукцию на выставке ярмарки в Грозном. Особенная атмосфера и гамма эмоций. Сегодня у нас, можно сказать, есть все необходимые условия, чтобы наше подрастающее поколение могло смотреть на эту красоту. Специальный гость Всероссийского фестиваля Федерация «Спектакль-12» прошел в Грозном. Каждое третье воскресенье сентября в республике отмечается День чеченской женщины. Этот праздник был учрежден главой региона как еще одно напоминание о том, какую роль играют чеченские женщины в жизни общества. Праздник символизирует дань уважения всем чеченским матерям, сестрам и женам. В преддверии знаменательного дня в Министерстве региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошло мероприятие, посвященное прекрасной половине. Как поздравили представительниц с особенным днем, расскажет Азарета Джабраилова. В солнечное сентябрьское утро в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации царило оживление. Сотрудники ведомства собрались в уютном актовом зале учреждения, чтобы отметить особый праздник, посвященный прекрасной половине нашего региона. Матери, сестры, жены, дочери, вы все прекрасны. И именно в вашу честь с 2009 года в нашей республике отмечается праздник День чеченской женщины. Открывая праздничное мероприятие, помощник главы Чеченской Республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подчеркнул важную роль чеченских женщин в сохранении национальных традиций и культуры. Добавил, что каждая из них – это чья-то мать. И именно матери взращивают достойных сыновей и дочерей чеченского народа. Şu an bolduk bolçandık doğru temş bolç hanan oqçuz udarışat han sekundan özden galliaq mayralliaq düğün alliaq sabuqş taqa düzüş arabölş düzüş qobjrit staqş no nasvo va xaldolçana pasna dolçan eluqay ora çur boqsan zudri araböl zara rit staqş qahüqş riskavat deşe قطعاً وقير بالبوش تخ اتوصلوا إشكاشي وزدنجلشي نوخش ليختصبوشي يحيوش تقبلو نوخش زودريشو. Все собравшиеся сотрудницы коллектива были в хорошем расположении духа. Праздничную атмосферу дополнили поздравления, цветы и денежные поощрения. А молодая сотрудница Хейда Алиева, ставшая с недавних пор украшением этого учреждения, подарила всем присутствующим танец истинной горянки. Желаю каждой женщине, чтобы она была самой счастливой. По-моему, это самое главное, чтобы каждая женщина обрела свое счастье и успехов в своей личной жизни, так и в работе, чтобы наши женщины всегда оставались такими прекрасными и цветущими. Этот день станет приятным воспоминанием и для Дещи Мукушевой, всеми уважаемой и любимой работницы министерства. Он совпал с днем ее рождения, и коллеги наперебой дарили ей приятные слова поздравления и цветы.
Sinds erge, wij de albo, wij nog tjabberspol, mosso, zodri, mechkri, gijri, naanwe. Dan leer de bilgel moedak me historia. Daar de just ja, school, ja, wij nog tje om, zie, laren, dunne dagni behandeld, dunne sino, kaatjo behandeld, ze dus kinsaar. Saßen, daar de elbekjo, het goed ik kan terkjo hienerk. Is de bilgel dakken, doet dan leer de nog tje zodri deze. بعد أحي برتي يوه خش مخو خزنش تقويش تقويش مخو وونش تقويش داخلي ستي سير داخلي ستويش طبعا حشي برازنك دو بعد أحي برتي يوه بعد دنيا نحكي لازم غير غابوش فايتشر هي خير. Чеченская женщина несет миссию посла любви, веры и надежды, ставя перед собой, обществом и государством вопросы морали, чести и достоинства. Именно поэтому мы вновь и вновь поздравляем наших женщин в этот чудесный день, давая им возможность насладиться теплыми словами. Праздничная программа включала концертные номера в исполнении талантливых артистов, приглашенных специально по этому случаю. Зрители с восторгом внимали задушевным песням о красоте родной земли, материнской любви и гордости за свой народ. Подводя итоги торжества, участницы отмечали, что День чеченской женщины – это не только дань уважения прекрасной половине общества, но и призыв к сохранению вековых традиций, взаимопомощи и духовного единства нации. Этот праздник вдохновляет чеченок на новые свершения во благо своей малой родины. Зарета Джамалдинова, Маусар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В рамках Всероссийского форума «Женские инициативы. Время действия» делегаты из Челябинской области посетили парламент Чеченской Республики. На территории законодательного органа гостей встретил председатель парламента региона Шаид Джамалдаев и руководители комитетов. Встреча несла дружеский и ознакомительный характер. Женский форум в Чеченской Республике, это впервые здесь проходит такой форум, и столько внимания уделяется женским инициативам. И есть возможность действовать и участвовать в социальной жизни, политической жизни республики и в целом в нашей стране. Вы знаете, что сейчас женщины занимают проактивную позицию. Уже нету равнодушных людей, мы понимаем, что все зависит от нас. И спасибо, что принимаете и воспринимаете женское движение. Состоялся конструктивный диалог о возможностях сотрудничества между регионами. Собравшиеся обменялись мнениями, обсудили перспективы совместных проектов. В ходе беседы гости отметили впечатляющие достижения субъекта под руководством главы Чеченской Республики. Также участницы форума отметили высокий уровень организации мероприятия, проведенный по инициативе первого заместителя руководителя администрации главы и правительства министра Хадижи Кадыровой. В завершение гостям вручили памятные подарки, а супругу губернатора Челябинской области попросили помочь в награждении отличившегося тренера борцовской команды. Парламент Чеченской Республики почетной грамотой награждается тренер-преподаватель по вольной борьбе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Макаев Аслангири Алиевич за вклад в развитие физической культуры, спорта, профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. Спасибо, спасибо. Я вас поздравляю от всей души. Я еще раз желаю, чтобы ваши подопечные, ваши спортсмены занимали самые высокие пьедесталы, чтобы они прославляли не только ваше имя, но и вообще Чеченскую Республику, в нашей стране и за ее пределами. Спасибо большое. Сегодня третий завершающий день Всероссийского форума «Женские инициативы. Время действовать» в Грозном. Завершающим аккордом стала экскурсионная часть. Участники, их более 100, посетили Аргунский центр реабилитации из достопримечательностей Высокогорья. О том, какую оценку дали гости организации и значимости форума, расскажет Рамзан Абоев. Каждый пройденный километр приближает к завораживающим пейзажам Высокогорья. Погода меняется синхронно с часовой стрелкой, но орлы, парящие в небе и наблюдающие за земной суетой, не обращают на это внимания. Туристический комплекс Кизиной Ам стал одним из ключевых остановок для участников Всероссийского форума «Женские инициативы. Время действовать». В разных местах было, но это совсем другие горы, это совсем другая природа. И
после форума, такой интересный был форум, каждый раз это место встречи наших женщин из нашего союза. И, конечно, это новые инициативы, стремление по-новому работать. Но, думаю, после вашей республики вдвойне будем работать в интересах семьи, детей, отцовства, материнства. Потому что сам воздух, как я уже сказала, сама обстановка располагает к этому. Всего в 3 километрах от озера расположен Хой. Для чеченцев древний город символизирует национальную память. Для гостей это туристическая достопримечательность. Историко-архитектурный комплекс – идеальное место, где можно погрузиться в историю, узнать о жизни в древности и ощутить скоротечность времени. Первое впечатление – это о гостеприимности чеченского народа, о внимании. Потом покоряет ваша красота, культура. И очень сильно изменился Грозный, стал очень красивым, историческая часть красивая. И сегодня вот мы ходим по, так сказать, исторической, посмотрели озеро. Очень красиво и, конечно, есть о чем рассказать, приехав в Волгоградскую область. Мы много читали, естественно, о Грозном и его историю. Конечно, очень здорово. После масштабной реставрации, можно сказать, Хой вновь на страже, как в древности. Хойский историко-архитектурный комплекс в основном включает одноэтажные строения. На его территории есть 2 мечети, порядка 20 жилых и боевых башен и 3 арочные сооружения. Всего Хой насчитывает более 100 объектов культуры, и некоторые из них включены в перечень объектов, подлежащих государственной охране. Прекрасные панорамные виды, вкусная еда в компании друзей и яркие эмоции. Что еще нужно для счастья? Возможно, именно такой философский вопрос Аристотель мог бы задать риторически. Экскурсионная часть стала завершающим аккордом Всероссийского женского форума. Председатели Союза женщин России Екатерина Лахова и руководители чеченского отделения Сацита Уциева подвели итоги мероприятия. Если говорить о итогах, задача наша была показать, как сама власть может работать с гражданским обществом и общественной организацией. И как она помогает общественной организации. Я уж не говорю про Министерство по национальной политике. Как скажет Сацит, это руководитель нашего регионального отделения, мы потом тогда проработаем, мы сделаем. Вы понимаете, вот такой диалог, он всегда. А нам вот этот диалог хотелось показать. И те площадки просто суперпрофессиональные были. Девочки это видели. Вот в чем дело. Понимаете, мнение о Чеченской Республике, может, у кого-то и было так вот, но оно, понимаете, оно переломилось. Сам факт, что на Кавказе проходит форум, женский форум. Не то, что довольны, мы просто в восторге, потому что благодаря поддержке нашего главы республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, по чьей инициативе проводился форум Хадиджи Рамзановны, все прошло на высшем уровне. Самое главное, что довольны и в восторге наши гости, участницы более 20 регионов России. Вот, и сегодня 3-й день как бы завершается. Самая одна большая проблема, что гости не хотят уезжать. Вот в этом проблема. А так все четко, все хорошо, достойно организовано. Все свои задачи мы выполнили. Гости также ознакомились с работой Аргунского центра физической и реабилитационной медицины. Здесь предоставляют полный спектр реабилитационных услуг для достижения максимального восстановления. В центре функционируют мультидисциплинарные команды врачей, обеспечивающие каждому пациенту индивидуальный комплексный подход. Сказать, что я удивлена или поражена, это мало. Меня поражает масштаб, то, что сделано здесь все с душой для людей. И у вас идеально чисто, что подкупает, и очень красиво. Показали и поступивший недавно на вооружение чеченских медиков экзоскелет, специальный каркас, который помогает восстанавливать двигательную активность у пациентов с нарушениями функции ходьбы в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы. Можно сказать, это костюм сверхчеловека. Им оснащены чуть более 150 клиник страны, что говорит о его уникальности. Сейчас вам сразу покажем ходьбу. С пациентами мы уже работали. Динамика есть, да, сейчас поставим. Это один из способов. С пациентками мы уже занимаемся в протяжении недели в этом аппарате.
Сам комплекс расположен в живописном месте на окраине Аргуна. Здесь разбитые сады, искусственные водоемы. Это реабилитационный центр, где надежда становится реальностью. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева состоялся показ фильма «Сестренка» режиссера Александра Галибина в рамках ежегодного фестиваля «Федерация творческой встречи с именитым актером». Гости мероприятия смогли насладиться трогательной историей, рассказанной на большом экране. Девочка-сирота обретает семью в башкирском ауле. Военная драма Александра Галибина по повести Мустая Карима. Шестой день фестиваля «Федерация» подарил зрителям незабываемое театральное путешествие в мир Шекспира. На сцене театра выступил творческий коллектив из Мариэл, представивший уникальную версию укрощения строптивой. Как перевели язык английского классика на марийский язык в следующем сюжете. Это одна из известнейших комедий великого английского драматурга Уильяма Шекспира. Главными героями постановки «Укрощение строптивой» выступают известные своим строптивым характером Катарина и Петручино, смельчак, который рискнул ее укротить. Главный герой Петруччо всегда ставит ее в неудобное положение, относится к нему как, можно сказать, к своему ребенку, которого можно пожурить, но которого можно чего-то научить. И, конечно, главное действие – это сбивание ее спеси, ее гордыни, ее непокорности. Это главная задача. Спектакли, отобранные экспертным советом фестиваля, представляют зрителям уникальную возможность познакомиться с национальной драматургией народов России и ближнего зарубежья, посмотреть яркие интерпретации мировой и русской классики, увидеть постановки по пьесам современных авторов. Нам важно сохранить свою культуру, свой язык, свою самобытность, свои костюмы, свои песни, свои танцы. И, естественно, каждый национальный театр пытается в своем репертуаре, в репертуаре своего театра как-то каждый раз преподать это. И хочется не только, мы же знаем свой язык, и еще же хочется продемонстрировать свой язык, свою культуру другим. Спектакль, который был поставлен талантливой командой режиссера Романа Алексеева, пропитанный национальным колоритом, поразил публику своей оригинальностью, погрузив в мир страстей и эмоций. Актеры с легкостью переносили зрителей в атмосферу древней Италии, передавая глубину шекспировских диалогов на марийском языке. В свое время в нашем театре сделал перевод народный поэт Республики Мариэл Семен Николаев. Это очень большой труд, поскольку текст поэтический. И ему удалось передать дух Шекспира, его язык и сделать этот материал, адаптировать для нас. Вот уже несколько сотен лет зрители наблюдают за тем, что происходит в постановке по этой веселой, озорной, остроумной и поучительной комедии. Зрители вновь и вновь, затаив дыхание, пытаются угадать, кто же окажется победителем, а кто побежденный в этом столкновении сильнейших характеров. Комедия положений, полная юмора и интриг, заставляет зрителей задуматься о силе любви и компромиссов, актуальных во все времена. Эта вечная история продолжает пользоваться популярностью и волновать сердца многих поколений. Аида Магомаева, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Очередная выставка-ярмарка продукции самозанятых граждан и предпринимателей прошла в столице республики. Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной инициативы с целью оказания государственной поддержки и содействия в активном продвижении товаров и услуг самозанятых граждан региона во внутреннем рынке. Подробности в сюжете Саиды Гакашевой. Выставка-ярмарка проводится в целях оказания мер государственной поддержки и содействия в активном продвижении товаров и услуг самозанятых граждан Чеченской Республики на внутреннем республиканском рынке. Организаторами данной выставки-ярмарки выступили Министерство экономического и территориального развития Чеченской Республики и выставочная компания «Актив Экспо». Мы очень рады сегодня представить предпринимателей, производителей, начинающих предпринимателей нашей республики и предоставить им отличные возможности в плане рекламы и продвижения своей продукции в нашем внутреннем рынке, также реализовать активные продажи в ходе выставки-ярмарки и, конечно же, получить новых клиентов, реализацию своей продукции. И в этой части
Мы, как организаторы, проводим большую работу. Благодаря эффективной политике, проводимой главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, активно реализуются программы и мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства, что в значительной степени стимулирует граждан открывать и развивать собственное дело. Сегодня здесь свою продукцию и услуги представляют более 50 самозанятых граждан, которые своими руками создают оригинальные изделия. Это мастера, умельцы и производители различной продукции. А самым юным предпринимателем сегодняшнего дня является Магомед. Давайте посмотрим, что он сегодня представляет. Так. Мама, расскажи нам о своей продукции. Что ты сегодня представляешь? Сухофрукты. Как ты пришел к тому, чтобы собрать сухофрукты и продавать их таким образом? Смотрел видео, и вдруг почему-то захотелось продавать самому сухофрукты. Сказал маме заказать аппарат, чтобы сушить сухофрукты. Заказали. Приехал через 3 дня. Сушили, готовились к ярмарке. Там у меня есть микс. Груши, яблоки, чернослив. Есть и не микс, где там яблоки только. Это будущий бизнесмен. Когда появляется желание у ребенка, это желание всегда нужно поддерживать. В маленьком возрасте у нас стержень формируется. В течение месяца он у меня просил на свои накопленные деньги купить ему аппарат для сухофруктов. Я говорю, ну не надо, оставь, ты все равно не будешь. Он говорит, нет, мама, я буду, я хочу продавать. Купили аппарат. Каждый день Мухаммад ходил на базар, покупал наши ваймахкар фрукты, сам чистил их, резал их, сушил. После школы весь вечер у нас уходило на приготовление фруктов. А название Орам мы думали. У нас был вопрос, Кемс или Орам, и остановились на Орам. Да, Орам, Орма хадолшду, мелдо латтархум. Название Хасхарю Ойл-Халер, Орам, последняя буква М, Мухаммад. Так, я помогала, дуатри помогали, доктор, дизайнер. Хейда, година, и массар годяша. Мухаммади продукции тахан выставляйте еще. Ярмарка будет проходить до 8 вечера для посетителей, жителей и гостей республики. Это хорошая возможность приобрести качественные товары и услуги по выгодным ценам от производителей и мастеров своего дела. Саида Гакашева, Хусейн Мурдаханов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.